Этот вопрос очень долго волновал таджиков, и наконец-то мы получили ответ. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого интересного. Глава антимонопольной службы при правительстве Таджикистана Абдул-Маджид Муминзада прокомментировал вопрос о том, почему цены на автомобильное топливо в стране за последние месяцы заметно снизились, а тарифы на проезд в общественном транспорте остаются неизменными. Во время пресс-конференции 7 февраля он отметил, что, к примеру, междугородние пассажирские перевозки на транспорте осуществляются с использованием дизельного топлива, а стоимость данного вида топлива, в отличие от бензина и сжиженного газа, выросла. Повышение розничной стоимости дизтоплива в республике он связал с ростом импортных цен из-за всем известных событий. Под этим словосочетанием Муминзада, скорее всего, подразумевает вооруженный российско-украинский конфликт. Наземная военная техника в основном работает на дизтопливе. Согласно данным антимонопольной службы, в декабре 2022 года средняя импортная стоимость 1 тонны дизельного топлива составила $915, что на 23%, на $173 больше по сравнению с началом минувшего года. Примерно 85% дизтоплива было импортировано из России. По данным статистического агентства, розничные цены на дизтопливо в ушедшем году повысились почти на 12%. Как вы относитесь к такому ответу? Вам стало яснее? Относительно пересмотра стоимости проезда на городском общественном транспорте Муминзада сказал, что антимонопольное ведомство может заниматься этим только после соответствующего обращения уполномоченного органа, то есть Министерства транспорта. Глава Минтранса Азии Ибрахим неделю назад на пресс-конференции сказал, что стоимость топлива в настоящее время находится практически на одном уровне с весной 2021 года, когда в последний раз были установлены цены на проезд в автотранспорте после их согласования с антимонопольным ведомством страны. Он отметил, что если даже цены на топливо и стоимость проезда в транспорте немного отличаются за этот период с весны 2021 года до настоящего времени, повысились обслуживание и содержание автотранспорта, в том числе цены на запчасти и прочее. Министр добавил, что прибыль перевозчиков пассажиров на общественном транспорте в настоящее время составляет 10-15%. По статистическим данным, розничные цены на ГСМ в декабре минувшего года снизились на 10% за счет удешевления бензина на почти 12% и снижения цены на газ почти на 4%. В целом, за 2022 год цены на бензин снизились почти на 28%, сжиженный газ на 27%, а стоимость дизтоплива, наоборот, повысилась почти на 12%. В антимонопольной службе сообщили, что 85% бензина и дизтоплива в 2022 году Таджикистан импортировал из России, а свыше 84% сжиженного газа из Казахстана. Импортная стоимость бензина в минувшем году упала на 30%, а сжиженного газа на 20%. В 2022 году в республику было поставлено около 320 тысяч тонн бензина, свыше 387 тысяч тонн дизтоплива и около 398 тысяч тонн сжиженного газа. Как вы относитесь к такому ответу, к обслуживанию в автотранспорте в Таджикистане, и какие у вас есть, в принципе, по этому поводу вопросы, предложения, или, возможно, у вас есть чем дополнить? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.